Знамя Победы, штурмовой флаг 150-го ордена Кутузова второй степени Ядринской стрелковой дивизии, вооруженный 1 мая 1945 года на куполе здания Рейхстага. Өтіктауыллақ сақан селенденім, әйгені бұқыбарғытын, Сақа Республикатын, ел төменін атыттан, кәлер көйі күнінен нағырдалеймін. Годы Великой Отечественной войны советского народа против фашистских захватчиков из нашей республики было призвано более 63 тысяч человек, то есть каждый второй работоспособный мужчина. Среди десятков миллионов советских воинов, которые принимали участие в этой войне, это небольшое сравнительное число. Но несмотря на это, якутские воины вписали свое имя в анналы нашей победы. Я хочу сегодня привести 3 примера мужества и стойкости воли к победе якутских воинов, проявленные в годы Великой войны. Еще до начала вступления в сражение, чтобы только попасть на фронт в качестве добровольца, уроженец Нюрбинского улуса Семен Иванович Сюльский был такой воин. Он, имея бронь, то есть освобождение от призыва, только что попасть на фронт из заполярного села Кюсюр, это Булунский улус, в январе-феврале 1942 года в одиночку совершил лыжный переход из Тикси до поселка Нюрбы, где находился военкомат, и отправиться на фронт. А расстояние это 1300 километров. 1300 километров он в январе-феврале преодолел за 30 дней на лыжах один и ушел на фронт. Воевал и вернулся победителем. Свое имя покрыли славой якутские снайперы. Из них Федор Матвеевич Хлопков и Иван Николаевич Кульбертинов. Каждый из них уничтожил свыше 400 фашистских снайперов, солдат и офицеров. Всего 10 лучших якутских снайперов за годы войны уничтожили 1600 немецких солдат и офицеров, 10 снайперов и 1600 убитых врагов. Якутские снайперы вписали свое славное имя в историю победы нашего народа. Артиллерист Гаврил Протодьяконов в 1942 году в Сталинградской битве придумал тактику ближнего боя. Он подошел так близко к вражеским укреплениям, что его не могла достать ни авиация немецкая, ни артиллерия. И с такого расстояния подбивал немецкую технику. Это увидел со своего командного поста командующий легендарной 62-й армией генерал Чуйков, пригласил его, посоветовался и ввел своим приказом в Сталинградской битве тактику ближнего боя. Этот сюжет с артиллеристом из Чуравчи Протодьяконовым
вписан в панораму Сталинградской битвы. Мы потомки народа-победителя. Народ, привыкший побеждать, будет и впредь побеждать. Желаю всем победы, желаю всем мирного неба. Поздравляю всех с наступающим днем Великой Победы. Саха бою торгар.